И, соответственно, внедрение стратегии зеленой экономики будет стимулировать более эффективному использованию электроэнергии в стране. Концепция использования энергоэффективных оборудований заключается в том, чтобы мы получили такой же продукт, но при использовании меньше ресурсов. При этом мы сохраняем этот ресурс. Если у вас есть изолированная сеть, и, в принципе, вы используете, как уже Мансур сказал, электричество только для себя, вы не должны вы не должны получать даже какое-то разрешение, потому что вы не пользуетесь центральной сетью, во-первых. Во-вторых, вы не продаете свою электроэнергию. Даже если вы будете продавать, вы должны будете согласовать это с антимонопольным комитетом, чтобы у вас был определенный тариф, который они утвердят. И, опять же, если это изолированная сеть, если вы используете для себя или для своей фермы, то никакого разрешения не нужно. От пыли, строительной пыли именно, качество воздуха в Душанбе ухудшается. То есть подул ветер, да. Все, что было на стройке, все сдуло в другие места, в парки и так далее. То есть ли какие-то стандарты? Бизнес-среда. Добрый день, меня зовут Зибота Джибаева. Это второй цикл подкаста «Бизнес-среда». Наши гости-предприниматели, которые готовы делиться своим опытом. Этот цикл мы пишем при поддержке программы консультации для малого бизнеса от Европейского банка реконструкции и развития. И тема нашего сегодняшнего выпуска – зеленая экономика, экологический консалтинг и энергоаудит. В Таджикистане разрабатывается стратегия развития зеленой экономики. Но что она из себя представляет, мы плохо понимаем. Для нас зеленая экономика – это лишь гидроэнергетика. Но так ли это и почему важно проводить энергоаудит, экологический консалтинг на производстве и как это связано с зеленой экономикой? Все это мы обсудим сегодня с заместителем директора компании «Система Автоматик» Мансуром Кудусовым и директором компании Таджгидро Фуркатом Кадыровым. Здравствуйте. Здравствуйте. Для начала, просто коротко для наших слушателей и в том числе для меня, расскажите, что такое зеленая экономика? Есть такое определение официальное от ООН, что зеленая экономика – это экономика, которая работает во благосостояния людей и включает в себя социальную защиту, но основой является именно охрана окружающей среды. Можно привести такой пример, чтобы было более так понятно. Это представим наш повседневный образ жизни, к которому мы уже привыкли, традиционный образ жизни, который мы ведем. И для того, чтобы у нас был доступ к этой традиционному образу жизни, кто-то должен вырубать леса, чтобы у нас была бумага, картон и другая упаковка. Кто-то должен засеивать поля, чтобы у нас была еда, свежие фрукты, овощи и так далее. Кто-то должен вырабатывать энергоресурсы, чтобы у нас была электроэнергия, чтобы у нас было топливо. Как видите, все это связано с природными ресурсами, которые истощаются день ото дня. Опять же, по данным ООН, к 2030 году, это уже буквально через 8 лет, средний класс потребителей вырастет от 2 до 3 миллиардов. И, соответственно, вы можете себе представить, что вырастает потребление и вырастает производство. 60% экосистем уже не восстановятся или находятся в плачевном состоянии. Также к 2050 году, если все страны будут придерживаться именно этому курсу развития экономики, выбросы углекислого газа увеличатся вдвое. Соответственно, это влечет за собой всемирное повышение температуры. Это будет связано уже с другими природными катастрофами. То есть это все недалеко. То есть, как мы представляем, там 50 лет это, думаем, то есть 50-й год это очень еще есть далеко, у нас время. Да. Но есть такое выражение точка невозврата. К сожалению, мы уже переступили за точку невозврата. Мы сейчас потребляем больше, чем нам это нужно. Если взять зеленую экономику, которая имеет 3 основных аспекта, это экономический, где развитие экономики не является приоритетом, где есть принципы защиты или более эффективного использования ресурсов, где есть принцип интернализации. То есть это перевод внешних факторов на внутренние. Это представим себе, что государство вводит зеленый налог или налог на загрязнение. И это выгодно платить производственной компании, которая не хочет вкладывать, или это невыгодно вкладывать в какую-то зеленую технологию или на технологии, которые более энергоэффективные, он будет платить этот налог.
И, соответственно, это возлагается на себестоимость его продукции, то есть из внешнего фактора на внутренний. То есть в противном случае это было бы по-другому. То есть он выпускает свою продукцию, и, как во многих европейских странах, вы должны будете платить налог за загрязнение, то есть мы как потребители. Далее есть второй аспект, это экологический. Здесь он самый важный. То есть здесь основным фактором является защита биосистем. Если это не говорит только о том, чтобы мы как-то берегли природу или вкладывали в возобновляемые ресурсы, здесь также подчеркивается и является основным, чтобы природа была именно в первозданном виде, то есть качество восстановления. Это вот я не аграрий, то есть я не агроном, но я знаю, что, допустим, те же самые поля, они сеят через год, чтобы они отдыхали, да. Но сейчас уже технологии и химикаты дошли до такого уровня, что можно использовать землю каждый год. И тем самым земля быстрее деградирует. И очень тяжело ее восстановить. Еще другой пример. Если мы будем питаться рыбой, одним из видов рыбы, и мы будем убивать ее быстрее, чем ее популяция, то, соответственно, есть большой риск, что она просто исчезнет. Третий аспект – это социальная часть, где четко говорится, что должно быть равноправие, должно быть, у людей должно быть равные доступы к ресурсам. Даже взять, к примеру, Таджикистан, в отдаленных районах, где у людей нет доступа к централизованному электричеству, они, соответственно, используют твердое топливо. То есть это, опять же, уголь или дрова и так далее, и так далее. А еще можно подчеркнуть, что создание зеленых рабочих мест. Что это такое? Что если когда компании-производители будут переходить на зеленые технологии, то, соответственно, высвобождается очень много мест, рабочих мест. То есть компании должны будут либо переквалифицировать своих работников и дать им доступ в дальнейшем, то есть за ту же заработную плату, доступ к рабочим местам. То есть в целом зеленая экономика это направлена на то, чтобы сохранить и использовать с минимальным ущербом те ресурсы, которые нам дала Земля. Да, конечно. Планета, конечно. Я имею в виду. Да, конечно. И еще обязательно инвестировать в возобновляемые ресурсы. Это не только энергетика, это мы говорим полностью сейчас. К примеру, даже взять то же самое выбросы мусора. Если вот опять же к социальной части это отнести, государство может обязать нас, как потребители, сортировать мусор. Но со своей стороны оно должно организовать или само, или при помощи ГЧП организовать переработку мусора. То есть это уже как бы равноправие, это транспарентность, что вот вы не просто так это делаете, то есть государство тоже принимает какие-то меры. А что такое экологические стандарты? То есть они, в принципе, тоже нужны, чтобы у нас было понимание. Да, Мансур. Конечно. В принципе, каждая страна в рамках концепции ООН по устойчивому развитию, то есть это уже началось с 80-х годов прошлого века, что уже люди задумались как-то вот о устойчивом развитию, в принципе. Устойчивое развитие это тоже связано со зеленой экономикой. Это значит, зеленая экономика это в принципе одним словом можно сказать, что или устойчивое развитие, да, такое использование ресурсов, что в нынешних ситуациях, то есть обеспечить, то есть может способствовать обеспечению энергоресурсами современных людей, при этом не исчерпая все ресурсы и оставляя другим поколениям. То есть по этому направлению уже 1972 года, когда была уже конференция в Стокгольме, в принципе уже те страны, которые входили в состав ООН, они уже начали принимать какие-то обязательства по сохранению природы. А поэтому для выполнения этих обязательств, для выполнения каких-то планов нужны механизмы, конечно. А вот как раз зеленая сертификация это является одним из механизмов, то есть правовых механизмов, которые обязует эти государства, то есть чтобы они могли достичь своей цели путем каких-то правовых норм. То есть зеленая сертификация, одним словом можно сказать, что это правовые требования к продуктам, которые они могут быть нанести вред здоровью человека или окружающей среде. В принципе, уже можно сказать, имеется очень много таких больших примеров по экологическим стандартам. Это, например, стандарты по качеству воздуха, стандарты по качеству воды. То есть есть много факторов, которые действуют на качество воздуха, на качество воды,
это в основном выбросы СО2, двуокиси углерода или окиси азота. Поэтому уже вводятся какие-то стандарты, которые уже требуют от всего человечества, чтобы они при использовании, при производстве, при хранении и даже при транспортировке соблюдали вот требования, которые уменьшают максимум влияния на окружающую среду. То есть, например, если взять экологические стандарты по автомобилям, по автотранспортам, уже, в принципе, несколько лет ведутся, например, в Европе такие стандарты Евро-0 было, уже дошла до Евро-6. То есть они требуют, чтобы вот выброс окиси углерода и окиси азота было, то есть уменьшалось с каждым годом. Когда было Евро-0, тогда, например, для машин было 2 грамма на километр, да, выброс был такой стандарт. Уже сейчас 0,5 грамм на километр получается. Как оно вводится? То есть чем жестче эти требования, тем больше они требуют больших затрат. То есть автомашина, которая соответствует стандартам Евро-0, она намного дешевле тех автомобилей, которые уже соответствуют евростандартам Евро-6, например. При этом эти стандарты вводятся в зависимости от появления новых технологий, новых возможностей, от увеличения вот экономического положения этой страны, и в зависимости от этого уже вводятся какие-то стандарты. То есть цель этих стандартов при использовании нужд человечества минимизировать ее влияние на окружающую среду и на здоровье человека. Забегая вперед, я просто хочу, вы сейчас как раз затронули вопрос о том, что это требует дополнительных вложений со стороны, в первую очередь бизнеса тоже, да. А вообще готовы наши предприниматели в это вкладывать? Вы с ними работаете постоянно, непосредственно, как раз-таки проводите энергоаудиты в компаниях, как они используют электроэнергию, да, гидроэнергетику в основном. Они готовы к тому, чтобы вложиться, взять более дорогое оборудование, но при этом сохранить какие-то ресурсы. В принципе, вот вы затронули тему энергоаудита. Вот энергоаудит проводится, то есть с разными целями. То есть энергоаудиты, которые компании требуют, то есть нанимают энергоаудитора, чтобы он предлагал ему такие оборудования, которые они, в принципе, были те оборудования, которые они могут соответствовать с тем экологическим стандартам. То есть они заменяют только из-за того, что у них данное оборудование не соответствует экологическим стандартам. Но, к сожалению, те компании, которые к нам, то есть, обращаются именно для экологических стандартов, они не обращались. То есть единственной целью обращения было, что у них были большие, то есть высокие затраты на электроэнергию, на другие виды электроэнергии, и основной целью было снижение этих затрат. То есть там в основном играет роль экономика. То есть экономия собственных средств, да? Экономия собственных средств. То есть, в принципе, это можно понять, потому что если вы смотрите тенденцию, в основном экологическими темами затронутся те государства, которые они развитые. То есть у них уже имеется экономическая стабильность, у них имеются ресурсы вкладывать на это все, и поэтому они идут этим путем. А Таджикистан пока является развивающейся страной, она, то есть, идет к этой пути, постепенно идет к этому, то есть, может, уже через лет 5, через лет 10 к нам уже будут предъявлять такие требования, что мы обязаны, потому что, если вы смотрите, например, будете просто следить за статистикой 10 лет назад и сейчас, то есть, за качеством воздуха, за качеством воды, в принципе, у нас тоже идет тенденция к загрязнению воздуха, да, за счет чего? Потому что у нас раньше не работали теплоэлектроцентрали, а сейчас уже они начали работать. Почему? Потому что в этом появилась нужда. Когда мы уже отдалились от центральных электросетей, например, Центральной Азии, уже появилось, то есть, требование к установке новых мощностей. То есть первым шагом является строительство теплоэлектроцентралов за счет угля, например. Потом можно переходить на газ. Потом, как в Европе, можно полностью отказаться от них и полностью переходить потом на гидроэлектростанции, когда у нас уже будет достаточно мощности и когда у нас будет уже столько мощности, которые соответствуют потреблению. То есть мы сейчас находимся в переходном периоде, в принципе, но с каждым годом эти уже требования они предъявляются.
думаю, что мы уже готовы к этому, что даже если будут такие заказы, мы будем работать, потому что у нас специалисты, в том числе я, прошли такие курсы, например, по энергоаудитору, где они именно указывают такие направления тоже. То есть надо иметь в виду, что кроме то есть экономических каких-то показателей, вы должны еще учитывать экологические показатели. То есть пока не получается их убеждать. Да, я бы хотел еще дополнить коллегу. Вы знаете, у нас уже разрабатывается стратегия зеленой экономики, она сейчас находится в черновом варианте, но в целом мировая тенденция наталкивает Таджикистан, чтобы оно внедряло именно эту стратегию. Это не просто модная фишка для Таджикистана, то есть оно несет за собой очень, скажем так, положительные возможности для страны. К примеру, я говорил уже о зеленых налогах или там налоги на загрязнение, так простым языком. Они уже активно используются в Европе. То есть, как Мансур сказал, с каждым годом эти стандарты все жестче и жестче. И, соответственно, допустим, маленький пример. И вы продаете молоко. Если ваша ферма использует электроэнергию, выработанную ТЭЦ, которая использует либо уголь, либо мазут, или что-то такое, которое загрязняет, вы должны платить этот налог. И тем самым вы теряете конкурентоспособность перед другими производителями, которые используют чистую электроэнергию. Теперь касательно Таджикистана. 95% вырабатываемой электроэнергии в Таджикистане – это гидро, то есть она является чистой электроэнергией. И вы представьте такую ситуацию, что это не производство молока, а производство чего-то более сложного, допустим, какого-то металла. И европейская компания может установить здесь производство, тем самым она высвобождается от этого зеленого налога и может экспортировать свою продукцию в ту же самую Европу. В дальнейшем это будет дешевле, чем производить ту же самую продукцию в Европе, потому что доступ к чистой электроэнергии становится проблемой. Мировой тенденции. И, соответственно, у таких стран, как Таджикистан, с потенциалом чистой электроэнергии, появляются новые возможности. Это один из примеров. Если продолжить тему стратегии зеленой экономики, для чего в Таджикистану она нужна, уже не первый год мы не испытываем дефицита электроэнергии, к примеру. То есть круглый год у нас есть электроэнергия. Но энергетические потери, они намного выше мировых практик. И, соответственно, внедрение стратегии зеленой экономики будет стимулировать более эффективному использованию электроэнергии в стране. Также можно привести пример по твердобытовым отходам. У нас колоссальные возможности больше или эффективнее использовать мусорные полигоны, которых мы просто не задумываемся. Мы просто выбрасываем мусор, а это все идет, накапливается где-то там. А их все больше и больше. Их все больше и больше, да. То есть, если не будет переработка мусора, то есть в дальнейшем, это как, допустим, тоже в тех же самых Штатах, они просто берут и экспортируют свой мусор в другие страны. Где его перерабатывают. Да, где его перерабатывают. Допустим, в том же самом Китае. У Таджикистана нету такой возможности, поэтому это самое время задуматься об этом. То есть это не просто, как я опять же повторюсь, это не просто модная фишка, это уже тенденция ведет к тому, что нужно переходить именно к зеленой экономике. И все-таки часто обращаются бизнесмены к вам за энергоаудитом? Уже в последние годы начали обращаться, раньше вообще не было, в принципе. А уже в последние годы обращаются. Что вы для них предоставляете? То есть вы проводите, плохо понимаю, что и что вы им даете, да. Потому что все-таки аудиторы, я понимаю, аудитор, который придет и проверит, там, я не знаю, как налажены бизнес-процессы. А что делает энергоаудит? Как раз энергоаудитор придет проверить, как налажены энергетические процессы, в принципе, если сказать. Заходя в каждый объект, мы сначала изучаем, в принципе, те энергопотребляющие оборудования, которые там имеются, то есть энергопотребляющее или электропотребляющее оборудование. И с другой стороны изучаем энергопоступляющие ресурсы, то есть в основном у нас это электроэнергия, да, и там, где уже
в принципе, нет необходимости, они устанавливают какие-то дизельные электрогенераторы. Даже во многих процессах используются, например, угольные котлы, да. Все это в совокупности сначала изучается. То есть, откуда течет энергия, в какую сторону и где уже имеются большие потери. После изучения всех вот этих оборудований, всего процесса, мы уже детально будем изучать те элементы, которые являются более энергоемкими. Например, во многих объектах было такое, что просто замена ламп, обычных ламп, это привело к очень высоким показателям, потому что были компании, которые до сих пор использовали, например, лампы накаливания. И лампа накаливания, в принципе, все эти энергоэффективные оборудования, то есть экологическое оборудование, они переходят на энергоэффективное оборудование. То есть энергоэффективные оборудования – это такие же оборудования, которые дают такое же производство, то есть такой же продукт, такого же количества, но при потреблении меньше затрат ресурсов. То есть, например, если вы будете использовать лампы накаливания, да, у них есть такой показатель: за 1 Вт-час электроэнергии вы получаете световой поток всего 10 люмен. То есть 10 люмен на Вт-час. Многие, если не знают, люмен – это просто единица измерения светового потока. А при использовании уже светодиодных ламп, у них уже с 1 Вт-часа электроэнергии уже получается 100 люмен светового потока. 10 то есть 10 раз больше. То есть именно концепция использования энергоэффективных оборудований заключается в том, чтобы мы получили такой же продукт, но при использовании меньше ресурсов. При этом мы сохраняем этот ресурс. И плюс к этому, то есть мы еще предлагаем использование, то есть внедрение мини-электростанций внутри заводов, например, или внутри вот этих объектов, где имеется, например, определенная часть крыши. Например, мы предлагаем солнечные фотоэлектрические станции, которые производят электроэнергию, солнечные водонагревательные системы для нагрева воды. То есть, кроме уменьшения расхода на электроэнергию, мы еще добавляем там какие-то, то есть, производящие энергоресурсы. В основном, я уже упомянул, что целью всех вот этих объектов является, в принципе, снижение затрат на электроэнергию и вообще на всю энергию, на топливную энергию, на электроэнергию. Поэтому мы сразу даем рекомендацию по тем оборудованиям, которые они стоят, в принципе, относительно недорого и которые потребляют очень много электроэнергии. В основном, как я сказал уже, это лампы, это в основном двигатели, которые уже в наших заводах уже используются со времен Советского Союза. Они уже исчерпаны, в принципе, ресурсы, и уже они потребляют очень много электроэнергии, нежели чем новые энергоэффективные. То есть сначала предлагаем замене оборудования, и во втором случае предлагаем установку новых мощностей, чтобы в этом случае они могли сами производить хотя бы частично электроэнергию. Но вот этот процесс установки малых мощностей внутри объектов тоже пока идет, потому что, например, в Европе у них имеется уже механизм закупки и продажи электроэнергии, которые сами производят. Да. Пока, к сожалению, у нас нет этого механизма, но уже Министерство энергетики они работают над этим. Мы тоже как консультанты с ними сотрудничаем. На самом деле ведется уже наблюдение, что в принципе они уже разрабатывают механизмы хотя бы, то есть приема передачи электроэнергии. Почему? Потому что бывает, что мы устанавливаем солнечные фотоэлектрические станции, которые они работают параллельно с сетью. То есть, когда у вас потребление 100 киловатт-часов, и у вас была возможность установки 20 киловатт солнечной установки, вы 20 киловатт будете использовать за счет солнечных систем, а остальные 80 киловатт за счет городской сети. Но есть заводы, которые у них есть возможности использования большей мощности, то есть 100 киловатт они устанавливают, которые могут сами потреблять. Но при этом имеются технические нюансы, потому что Солнце, она, в принципе, имеет свойства непостоянства, она утром меньше вырабатывает электроэнергию, днем больше. Как раз бывает, что во время обеда она уже вырабатывает излишки электроэнергии, которые не используются для объекта. В этом случае они могут продавать, или во выходные дни могут продавать,
А в нашем случае мы просто отключаем эту систему, потому что мы не имеем права, в принципе, обратно отдавать в сеть, да. А я, насколько слышала, возникают сложности и при установке солнечных панелей. То есть для этого нужно какое-то специальное разрешение? В принципе, если, тоже этот механизм ведется, для малых систем особых сложностей не имеет, когда вы будете использовать только для себя, то есть эту электроэнергию вы можете установить, в принципе, вы должны просто соблюдать там нормы по электроэнергетике и все. А если ваша цель уже будет по установке больших систем, где вы можете уже продавать эту электроэнергию, это уже получается как, в принципе, налогооблагаемый бизнес. В этом случае уже необходимо открыть какое-то, например, хотя бы индивидуальное предприятие или хотя бы какую-то организацию, которая имела право уже за это уже отдавать налоги. Поэтому пока что для маленьких систем нету никаких проблем, и мы не пытаемся установить очень большие системы, потому что ждем появления новых законов, новых механизмов, в принципе, в этой отрасли. И мы надеемся, что в ближайшие годы уже выпускаются такие правовые акты, которые уже имеют какое-то урегулирование. Но насколько я слышала, что установка, если я себе, например, на ферме, допустим, ставлю солнечные батареи, солнечные панели, я должна платить какие-то взносы или какие-то отчисления делать в бюджет. Насколько я знаю, нет. То есть, в принципе, у нас есть законодательство определения микростанции, это до 500 киловатт, мини-станции до 1 мегаватта, и от 1 до 10 это уже малая станция получается. Если у вас есть изолированная сеть, и в принципе вы используете, как уже Мансур сказал, электричество только для себя, вы не должны вы не должны получать даже какое-то разрешение, потому что вы не пользуетесь центральной сетью, во-первых. Во-вторых, вы не продаете свою электроэнергию. Даже если вы будете продавать, вы должны будете согласовать это с антимонопольным комитетом, чтобы у вас был определенный тариф, который они утвердят. И опять же, если это изолированная сеть, если вы используете для себя или для своей фермы, то никакого разрешения не нужно. Так, тогда если предприниматели, которые сейчас нас слушают, хотят получить у вас консультацию по этому поводу, по установке солнечных панелей, о том, чтобы конструктивно прийти в госорган и сказать, никакого разрешения на основании закона я не должен у вас получать, они могут к вам обратиться? Да, конечно, к нам, система автоматики, да, который большой опыт. Уже обращаются. Как раз Европейский банк реконструкции и развития имеет, как раз у них уже 15 лет этой программы, что у них есть программа по... Бизнес advisory сервис, то есть это получается консультативная помощь предпринимателям. То есть поддержка малого бизнеса, да? У них есть программа поддержка малого бизнеса, что в рамках данного проекта, в принципе, они оплачивают от 50 до 75%. Ну, это вот консультации как раз консультационных услуг, в принципе. Да, консультация малого бизнеса, который сейчас нас поддерживает. А если я же все время ищу какую-то социальную, направленность. Если солнечные панели хочет установить школа, это социальный объект, они могут к вам прийти и получить какую-то, возможно, просто бесплатную консультацию. Ну, в принципе, да, конечно. Но, опять же, забегая вперед... или же не бесплатную, но консультацию. Забегая вперед, я скажу, что, в принципе, мы еще не так, допустим, Touch Hydro еще не такая большая компания, которая может просто заниматься благотворительностью. Но бесплатная консультация, она тоже имеет свои пределы. Если нужно подготовить полностью проект, или технико-экономическое обоснование, то это требует больших усилий, где мы должны уже работать непосредственно с нашими экспертами. Нет, это просто по законодательству, которое регулирует установку солнечных панелей. Вот за этим они могут просто прийти и спросить, а надо ли где, или вы просто покажете там, не знаю, статью закона, где это будет прописано, что ничего не надо. Дело в том, что когда к нам обращаются, очень много людей обращаются к нам, потому что многие не знают цены на солнечные электростанции, не знают типы электростанций, да. Мы сначала им все будем объяснять, да, что
имеются вот такие типы, например, электростанций, имеются другие. То есть есть школы, которые они находятся вдали от городской, то есть центральной электрической сети. Это в основном в Мургабском районе, в Горно-Мачильском районе, где для них такие возобновляемые источники энергии, они являются, можно сказать, единственными. То есть для таких школ она уже является изолированной, и такие объекты, у них устанавливаются аккумуляторные солнечные системы, где она полностью, то есть изолирована, непосредственно она будет работать, имеет аккумуляторы, она более дорогая, чем те станции, которые можно установить в тех местах, где уже имеют городскую электрическую сеть и используют для экономии. В этом случае вот наша компания как занимается, то есть мы не занимаемся только консалтинговыми услугами, и так и продаем это оборудование, поэтому для нашего интереса мы делаем маленький проект, как коммерческое предложение, где указываются цены и где указывается, например, окупаемость этой системы. Для изолированных объектов, в принципе, окупаемость считается уже по отношению к дизельным генераторам. Если вы считаете, что вместо солнечной системы вы будете установить дизельный генератор, то в этом случае, конечно, там солнечная станция опережает однозначно, но когда уже в тех местах, где уже имеется электрическая сеть, и у них для школ у них тарифы очень маленькие, да, по-моему, как население, да, как население оплачивает, или даже меньше, да, это в районе 2 цента. В районе 2 цента даже вот без аккумуляторной системы они не могут оккупировать себя, потому что срок службы солнечных панелей 25 лет, а срок окупаемости получается ровно так же или даже больше. Вот объекты коммерческого уже назначения, они уже оплачивают 6 центов за киловатт-час электроэнергии. То есть, когда вы будете сравнить 6 центов и 2 цента, и срок окупаемости, соответственно, 3 раза меньше. То есть, получается 8, максимум 10 лет. В этом случае мы работаем с такими компаниями, которые они уже заинтересованы, которые они уже чувствуют экономию, но при этом имея деньги, которые могут вложить вот вперед на 8 лет. А для школ мы устанавливаем только по финансированию различных финансовых институтов, по финансированию программы развития ООН устанавливаем, но не было такой случай, чтобы сама школа по своей инициативе собирала деньги и установила себе солнечную систему, например. Это недешево, да? Это недешево, но в принципе это когда есть электроэнергия, и когда у них такие, в принципе, относительно малые тарифы на электроэнергию, там уже нецелесообразна установки таких систем. То есть, в принципе, актуальность таких систем появляется, когда уже вы работаете с теми местами, где у них уже высокие затраты на электроэнергию, высокие тарифы на электроэнергию, тогда уже стоит с ними работать и предлагать. То есть мы сразу оцениваем, можно это установить или нет, в принципе. Мы сразу объясняем одним словом, что вот стоит ли вам это делать этим путем или нет, уже в этом случае оно отпадает. Но есть социальные проекты, где вот для отдаленных районов или для просто в качестве, в принципе, демонстрационного показа для вот этих школьников устанавливаются такие системы, хотя они, в принципе, неокупаемые, да. Фуркат. В развитых странах очень важна экологическая маркировка, да, на товарах. Если ты участвуешь в тендерах по госзакупкам, очень важно, да, то есть обращают на это большое внимание. В Таджикистане это у нас работает или пока еще нет? Мы еще пока не обращаем внимания на экологические маркировки. Да, но, к сожалению, у нас, допустим, у нашей компании нет опыта работы именно и с госзакупками, и я не уверен, что сейчас это активно внедряется, но я могу сказать, что у нас активно работают европейские банки, Европейский банк, Всемирный банк, другие международные финансовые институты, которые активно финансируют не только энергосектор, то есть они и в сельхозе,
и в образовательном секторе, в медицине и так далее. Большие корпорации уже внедряют политику ESG, это Environmental Social Governance, что в переводе обозначает экологическая социальная политика и корпоративное управление. Банки и международные финансовые институты, которые здесь работают, они тоже переходят уже к этой политике. И в скором времени именно в проектах, которые финансируются данными институтами, уже будут внедрять именно требования по ESG. И, соответственно, у компаний, которые захотят с ними работать, у них будет преимущество в тендере, чтобы выиграть тендер и уже дальше работать. То есть я, как опять же говорю, что это все мировая тенденция наталкивает нашу страну, чтобы принимать зеленую экономику. То есть мы рано или поздно к этому все равно придем. Да, мы должны будем прийти, чтобы не отставать. А вот у меня вопрос еще по поводу зеленого строительства. Просто в Душанбе это строительный бум, и душанбинцев очень сильно волнует качество воздуха. Ну, мне, по крайней мере, кажется, что все-таки от пыли, строительной пыли именно, качество воздуха в Душанбе ухудшается. То есть подул ветер, все, что было на стройке, все сдуло в другие места, в парки и так далее. То есть, есть ли какие-то стандарты по зеленому строительству? Как уже Афифукад указал, как я указал, вот все эти экологические стандарты, они в принципе имеют свои требования в зависимости от экономического положения страны. Например, вот обратный вопрос вам, если бы неэнергоэффективное строительство где-то велось, и там продавали за квадратный метр за $400, и параллельно с ней строилось бы здание, которое очень энергоэффективное, но в дальнейшем оно будет потреблять в 3 раза меньше электроэнергии, нежели это. Но оно стоит $700 за квадратный метр. Вы бы купили такое здание? Какое бы вы выбрали? Какое здание, какое помещение? С какого здания вы бы выбрали? Не, если оно энергоэффективное, я потом меньше буду платить, я все-таки, наверное, посчитаю. Может, да. То есть те, которые, А я сейчас не только про это, а вот именно требования к строительным работам. Вот, как вот с этим быть? Как раз у нас, мы раньше работали вот советскими строительными нормами, правилами, СНИП называется, сейчас по-таджикски МКС, майор Койдой Сохмо. У них особо таких, в принципе, по энергоэффективности никаких требований не было. Но вот у нас СНИП, тепловые защиты здания, там уже обязуют всех компаний, вот строительных компаний, иметь, то есть каждое здание должно иметь энергетический паспорт. То есть в энергетическом паспорте там уже ведутся вот такие параметры, как удельный расход на квадратный метр, удельный расход на объем, и указывается класс энергоэффективности этого здания. То есть имеются определенные требования, которые компании не могут ниже нее устроить. Но еще раз могу подчеркнуть, что эти требования, которые государственные, они намного выше, чем советские требования, но намного ниже, чем европейские требования. То есть в зависимости от экономического положения, эти требования, они уже могут стать с каждым годом жестче и жестче. То есть там уже приведены, в принципе, класс энергоэффективности А3+, А++. Но мы можем строить, например, здание в пределах класса энергоэффективности С. То есть ниже С нельзя строить. А выше С оно приветствуется, но никакие там налоговые льготы, никакие поощрения там не имеются, то есть за счет государства, но оно приветствуется в принципе. А уже дальше дело за бизнесом, то есть те компании, которые хотят в принципе строить такие здания, у нас есть здания, которые они отлично утепляют, у них стоит дороже, и есть свои покупатели, которые в принципе считают. Но надо иметь в виду, что такие мероприятия, они требуют, то есть их возмещение или окупаемость составляет минимум 10 лет. То есть у вас должны быть деньги, чтобы вы впредь за 10 лет могли вкладывать в такие технологии. То есть считайте, что я за электроэнергию заплатила на 10 лет вперед. Да, зато вы здание будете использовать 100 лет, уже в течение дальше вы будете фактически платить намного меньше, чем обычные традиционные здания. Ну, то есть требования уже есть. Если вы обратили внимание, обязательно они должны утеплить здание. То есть есть определенные требования по утеплению, они должны утеплять здание. Это уже дальше зависит от надзорных регулирующих, в принципе, структур, которые они должны, в принципе,
вести надзор, чтобы как раз по нормативам это здание строилось. Это уже второй вопрос, в принципе. Поэтому со стороны государства требования вышли, пока они не такие высокие по отношению к Европе, но уже есть, в принципе. Но с нашей стороны мы каждый раз, вот в каждой конференции, в каждых круглых столах мы предлагаем компаниям, чтобы они установили, кроме вот этих теплоизоляционных материалов, кроме этого установили, как раз еще могли установить солнечные электрические панели, солнечные водонагревательные системы. Но пока что конкретного проекта не было. У нас был только один проект, который в сторону водонасосного мы установили на крыше жилого здания, это 12-этажное здание, где на крыше установили солнечные станции для резервного электропитания лифтов или полностью освещения подъезда. То есть оно оплачивалось за счет то есть заказчика, он оплатил. То есть эта экономия ведет потом к жителям, да, то есть может быть он дороже продавал свои квартиры за счет того, что у него есть вот такая система, в принципе. Это единственный проект Душанбе такой? Да, единственный проект для вот жилых зданий, пока что это здание. Да, и вот возвращаясь к вашему вопросу по поводу экологии, к сожалению, нет, они не соблюдаются, и это не строго, то есть я сам от этого страдаю. То, что да, загрязнение есть от строек, да, там, допустим, когда ведутся строительные работы, у них обязательно они должны очищать центральные улицы, обязательно должны делать какой-то доступ, но что касательно пыли, то, что вы говорили, это как бы остается такой проблемой открытой еще. Ну, когда они получат разрешение, у них есть эти требования. Например, чтобы чистить вот эти шины вот этих грузовых машин, они должны установить там. Да, этим они занимаются. Да, но... Они уже начали заниматься этим. Да. Ну, уже радует, уже что-то меняется. Что нужно поменять, я не знаю, в мышлении предпринимателей, что ли, для того, чтобы все-таки они начали понимать, что зеленая экономика – это не только экономия сейчас собственных расходов. Как вы думаете, что вот сейчас мы должны им сказать, что, чтобы, возможно, убедить хотя бы подтолкнуть на то, что они задумались о том, что зеленая экономика – это наше будущее наших детей, возможно, внуков. Да, вы же постоянно просто с ними работаете. Да. Что такое можно было бы сказать? Да, вы знаете, это должен быть такой комплексный подход. Вот опять же приведу пример европейские страны. Там стимулируют. Там сначала был зеленый тариф. То есть вы переходите на возобновляемую энергетику, и, конечно, на тот момент она не окупалась, и государство вам доплачивало. Это привело к тому, что государство платило слишком много денег, то есть иссяк, скажем так, источник. И они пришли к зеленым налогам, где они уже заставляют переходить именно на более энергоэффективные зеленые технологии. К сожалению, если пока такие же меры не будут приниматься здесь, как вот уже Мансур сказал, что больше будет все-таки уклон на выгоду. То есть там, где выгоднее, пускай это будет загрязнять воздух, но там выгоднее. Я лучше заработаю там, чем я буду вкладывать больше, но в дальнейшем перспективе это как бы благоприятно отразится на экологию. Это не только в части финансов, это должно идти именно со школы. То есть мы должны готовить новое поколение именно так, чтобы вот вы не должны загрязнять воздух, что вы будете дальше здесь жить. И, соответственно, это должно уже закладываться внутри. То есть это поменять, не сказать, что кардинально менять менталитет. То есть это будет частично нужно менять менталитет. А с бизнесменами это кнутом и пряником? С бизнесменами, да, к сожалению, это не только про Таджикистан. Поэтому почему я привел Европу? Потому что там тоже так же. То есть люди считают деньги. И это нормально. И когда не получается пряником, тогда уже в ход идут налоги. Налоги, акцизы и все так далее. И так далее. Когда уже, вот опять же, пример про
автомобили, когда повышаются стандарты, и, соответственно, если вы покупаете старую машину, где она не соответствует стандартам, вы должны платить еще налог за это. И вы считаете, что, в принципе, налог плюс топливо – это уже невыгодно на такой машине ездить, пускай она стоит дешевле. И то же самое о бизнесе. То есть это не просто мышление, это должно идти именно с законодательного уровня. Что вот если вы не сделаете, что это чревато тем, что вы будете больше платить в долгосрочной перспективе. Это все должно быть в стратегии. Это все должно быть, это будет стратегия. Будет стратегия, да. то есть. Вот, в принципе, я думаю, что вот для развития, то есть, как же сказала Кефрукат, сначала должно быть образовательное, да, в принципе, мероприятие, потом финансовые мероприятия. То есть образовательные мероприятия, в принципе, когда со школы вы будете сказать детям, что вот рассказать о конвенциях ООН по устойчивому развитию, что мы должны оставить своим бывшим поколениям, своим правнукам ресурсы, которые мы имеем, и чистый воздух мы не вправе, не хотим мать это. То есть с детства, когда они понимают, уже как в европейские страны, хотя они будут уже начинать покупать продукты, которые стоят дорого, но они уже какие-то более экологичные, да, то есть с одной стороны это, а с другой стороны это финансовые, в принципе, мероприятия, может быть, в принципе, почему? Потому что у нас сейчас, если кто-то хочет внедрять себе, например, такие технологии, они стоят дорого, то есть окупаемость минимум 5-10 лет, у нас деньги стоят дорого, да, если вот смотреть на банковские ставки, когда берете кредиты, там 30 с чем-то процентов сомуни, да, реально считается. Чтобы получить кредит и внедрить такие системы, оно обходится очень дорого. То есть я думаю, что финансовые институты должны, с одной стороны финансовые институты, с другой стороны государство должен уже стимулировать производителей, чтобы давать какие-то льготные кредиты, чтобы окупаемость таких систем была меньше. Или они могли, в принципе, как-то по льготным каким-то кредитам взять эти оборудования, чтобы сами не вкладывались полностью свои деньги на 8 лет, а уже за счет каких-то еще других, в принципе, источников, чтобы это было и для них, в принципе, не нагрузкой. Да? В этом случае уже получают выгоду все. То есть и государство будет получать выгоду, и производитель будет получать выгоду. А в конечном итоге оно отражается на целое благополучие, в принципе, всей страны, как уже указано, всего земного шара, да, потому что когда мы будем загрязнять воздух здесь, оно отражается во всех соседних странах, конечно. Если они будут загрязнять, нам тоже плохо. Нам тоже будет плохо, поэтому именно Конвенция ООН требует от всех, да, вот было, например, последнее было это самое серьезное Парижское соглашение, что они обязывали всех стран строго соблюдать вот эти требования. То есть у всех стран, которые входят в состав ООН, у них есть свои обязательства экологические. Но, в принципе, вот надо думать о финансовом тоже, да, в принципе, как-то стимулировать бизнес, реально думать, что окупаемость таких систем, она высокая, и наш бизнес это пока не тянет, потому что они будут идти, например, по старым путем, потом, даже если, может, обычное домохозяйство взять, если у них есть такая система отопления, называется тепловые насосы, что вы при затрате 1 киловатта энергии вы получаете 3-4 киловатт тепловой или холодной энергии. То есть за счет каких-то источников, за счет воздуха, за счет грунтовой энергии, в принципе, за счет энергии воды. Но оно стоит дорого, нежели чем обычный электрический или масляный радиатор, да. На это надо вложиться же, там оно 10 раз дороже таких систем, поэтому если будут какие-то, в принципе, льготы, да, или какие-то льготные кредиты, какие-то стимулы, я думаю, что все этим будут. То есть это обоюдная работа, да. Не может государство самостоятельно одно перевести всех на зеленую экономику, и бизнес без поддержки государства это тоже сделать не сможет. Да. Ну вот один пример, то, что Малцев говорил про энергоаудит, один из основных составляющих является не только технический надзор, а именно финансовая модель вложений, и которая вам показывает, что вот при нынешних затратах
в течение, допустим, 10 лет вы будете платить столько-то, а будете вкладывать сейчас, и это оборудование то же самое энергоэффективно, оно окупится через столько-то лет. То есть и в дальнейшем вы уже будете получать выгоду от своих вложений. И еще хотел добавить то, что это вот если взять не только уровень бизнеса, то есть нужно менять еще и потребительские привычки. То есть наши привычки просто взять и не покупать те же самые целлофановые пакеты, к примеру, потому что их сейчас очень много, и, в принципе, многие страны уже отказываются от этого, но мы переходим к этому, но еще много времени нужно. Ну, пока нам их бесплатно дают в магазинах, мы ими будем пользоваться. Как раз вот хочу добавить, что кроме понятия энергоэффективности, энергоэффективность – это различные мероприятия, которые стоят каких-то вложений, есть понятие еще энергосбережения, которые не стоят ничего, только при выходе выключать просто свет, при необходимости, когда нет необходимости отключить воду, это все уже просто чистка вот этих осветительных ламп каждый месяц, чтобы у них освещенность была больше, это уже все касается по энергосбережению, то есть оно никакие вложения в принципе не требует, но если считать, оно сэкономит очень много ресурсов. То есть, если каждый из нас это будет делать? Каждый человек, если уже в сознании знает, что он должен сберегать эту энергию каким-то путем, в этом случае уже мы можем, в принципе, тоже достичь каких-то целей. Потому что вот я читал вот последние отчеты, что когда вот первая конвенция вышла, с 1972 года, с тех пор уже все страны начали, в принципе, задумались о экономии ресурсов. Одним из методов экономии ресурсов это была энергоэффективность, то есть эффективное использование этих ресурсов. В принципе. Это привело к тому, что вот до 1972 года было, что одним из основных показателей роста энергопотребления было это рост ВВП. То есть сколько повышается ВВП, столько повышается энергопотребление. Но с тех пор уже ВВП, в принципе, повышал за последние почти 50 лет, ВВП повышалось в 4 раза, а энергопотребление повышалось в 2,5 раза. То есть после того, как уже люди начали задумывать, это огромная энергия, каждый год, если считать, что вся человечество столько потребляет энергии, с другой стороны, энергоэффективность, энергосбережение, оно уже помогла, в принципе, к более рациональному использованию этих ресурсов, к сокращению использования этих ресурсов. Таким образом, мы должны начинать с себя, со своих детей, ну и потом уже, и бизнес, и государство. Спасибо большое, Фуркат, спасибо большое, Мансур. Этот цикл мы пишем при поддержке программы консультаций для малого бизнеса от Европейского банка реконструкции и развития. И мнение экспертов может не совпадать с мнением доноров. Спасибо. Бизнес-среда.